Указ о продлении срока действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса в Ингушетии действует до 20 января 2022 года. Об этом в ходе пленарного заседания в правительстве региона напомнил Владимир Сластенин, отметив, что угроза распространения COVID-19 в регионе все еще остается. Обращаясь к главам муниципалитетов, Роспотребнадзору, МВД и другим профильным ведомствам, председатель правительства подчеркнул, что меры безопасности должны быть на их постоянном контроле. Как сообщила министр здравоохранения Рукят Ташхоева, по состоянию на конец недели количество больных новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение в стационарах республики, составляет 331 человек, амбулаторно – 1029. При этом на оксигенотерапии находится 154 пациента. Что касается мер, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса, руководитель Минздрава отметила, что в республике продолжает функционировать 415 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 49 реанимационные. Сводный коечный фонд составляет 21%. В соответствии с приказом Минздрава Ингушетии организовано оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 на дому. На сегодняшний день мы отмечаем небольшое снижение по заболеваемости. Мы сократили коечный фонд на этой неделе. У нас 395 коек. Наверное, сегодня-завтра будем еще сокращать его. Развернуты они все в тех же 5 медицинских организациях. Сократили реанимационные койки немного. И свободный коечный фонд на сегодняшний день у нас составляет 21%. Количество заболевших у нас всего на лечении находится 1396 больных. Из них 1069 на амбулаторном лечении, это более 70%. И 327 человек у нас в стационаре. Из них хочу отметить, что в тяжелом состоянии находится 31 больной и в реанимации 14. Лиц старше 60 – 122. И на кислородотерапии находится 140 человек. Хочу сказать, что потребность в кислороде у нас снизилась. Впервые мы вышли на цифру менее 4 тонн.